Я сегодня хочу вам рассказать несколько слов о изменениях в грамматике в русском языке. Сергей Карцевский говорил, что подлинными сдвигами в системе языка можно считать лишь те изменения, те новшества, которые затрагивают грамматический строй языка. Конечно, лексика меняется, и нужно сказать, что последние 30 лет очень сильно поменялся лексический состав современного русского языка, но вот произошли и изменения в грамматике. Грамматика – такой вот скелет языка, и особенно флективная грамматика, грамматика русского языка, где много окончаний, вот, она, конечно, изменяется медленнее, но тем не менее изменения происходят, и вот надо сказать несколько слов о том, почему происходят эти изменения и как они происходят. Изменяется грамматика плавно, появляются варианты, то есть есть некоторая грамматическая форма, а потом появляется какой-то другой ее вариант. Эти два варианта начинают конкурировать, и новый часто побеждает старый. Но причины для того, чтобы изменялись слова, разные. Есть, конечно, внешние причины, это влияние других языков, влияние моды, влияние жаргонов. Вот. Но есть и причины внутренние. Есть две основные внутренние причины для того, чтобы у какой-то грамматической формы появлялся его вариант. Это так называемые принцип экономии и принцип аналогии. Что такое принцип экономии? Если в устной речи мы говорим так, что нас понимает, и мы можем сказать это более коротко, то мы используем более короткий вариант. Да, вот современный молодежный жаргон, который активно влияет на современную речь. Вот, студенты, в частности, любят более короткие формы. Ну, все говорят компьютер, комп, да? На компе сделать, да? Когда-то наше поколение превратило слово университет в универ. И мои старшие коллеги говорили, что такое универ, как вам не стыдно так говорить, как-то пренебрежительно. Но, тем не менее, вот этот вот универ стал вот, как бы словом нашего поколения. Но нам за это досталось, теперь мы уже часто у студентов не преподаватели, а преподы. Вот это тоже как бы нам такая ответка, так сказать, пришла. Вот идут такие сокращения, сокращаются, словосочетания превращаются в отдельные слова. Метод субстантивации – это на самом деле метод экономии, когда мы говорим учительская. Почему мы говорим учительская? Потому что на самом деле это сокращение от словосочетания учительская комната. А когда мы говорим выходной, это сокращение выходной день. Мостовая – это сокращение мостовая улица. Да? Вот зачем нам говорить словосочетанием, если мы можем сказать одним словом? То есть вот это так работает принцип экономии. Появляется у словосочетания есть вариант слова, и постепенно это более экономный вариант выигрывает. И вот постепенно происходит изменение. Второй принцип, который связан с изменением в языке, это принцип аналогии. Внутренний принцип аналогии, когда в языке
по аналогии более сильные формы перетягивают более редкие формы. Ну вот известно, что в русском языке был первый родительный и второй родительный. Второй родительный называли его партитив. Это немножко другое окончание. Например, наши дедушки говорили не чашка чая, как сейчас говорят, а чашка чаю. Да? Не тарелка супа, а тарелка супу, ложка меду, говорили они. И это было тоже родительный падеж, но указывал на небольшое количество. Говорили купить рису. Но постепенно более сильные окончания родительного падежа стало перетягивать. И уже мы говорим чашка чая, тарелка супа, ложка меда. А вот новое поколение, пришедшее уже после нас, даже и эту форму часто заменяет на винительный падеж. Например, мы говорим, надо пойти купить хлеба. А молодое поколение уже, они говорят не хлеба, они говорят пойти купить хлеб. Винительный падеж, да? Купить рис. Мы говорили, что мы стоим, ждем трамвая, а они говорят, ждем трамвай. То есть постепенно вот эти формы родительного падежа, сначала второй родительный, а потом просто родительный, плавно начинают переходить в винительный падеж. Это вот тоже такие плавные изменения, которые происходят в языке, и эти изменения, конечно же, учитываются лингвистами, они используют их. В грамматиках постепенно эти изменения переходят и в учебники. То же самое можно сказать о предложном падеже. Есть в русском языке две формы предложного падежа. Стандартные – это окончание «е», да, мы говорим о книге, о лесе, да. Вот. Но для форм второго склонения, слов коротеньких, одно-двусложных, есть другое окончание. Если мы возьмем слово «лес», «угол», «берег», то после предлогов «в» или «на» у нас будет окончание не «е», а окончание «у». И лингвисты говорят, что это второй предложный падеж, или они его еще называют местный падеж. Локатив. Мы говорим о лесе, но мы гуляем в лесу. Мы говорим о саде, но сейчас с вами в саду, допустим. Да? Так вот, вроде бы вот, да, есть два таких окончания, но оказывается, что постепенно исподволь главный падеж, главное окончание «е» начинает перетягивать эти формы, перетягивать и уже вот сейчас я спрашиваю студентов, слово «аэропорт», а где сейчас ваши друзья? В аэропорту или в аэропорте? И очень многие говорят в аэропорте. Я говорю, как же так? А если вы возьмете слово «порт», нет, в порту они еще говорят правильно, да? А вот аэропорт, они уже говорят в аэропорте. Наши бабушки и дедушки были в отпуску, а теперь говорят в отпуске, да? Мы говорили, что что-то там в мозгу происходит, уже теперь говорят в мозге, да? То есть эти формы, более сильное окончание «е» перетягивает на себя. Это было очень смешно, просто на уровне, знаете, на уровне одного поколения. Когда я был студентом, нас отправили на картошку, и мы жили в деревне, которая назывался Холм. К нам приехал, тогда их называли комиссарами, старший наш коллега, был лет на 10 старше нас. И он решил перед нами выступить, он сказал, ребята, у вас в холму, и мы расхохотались. Он даже не понял, в чем дело. Но для нас уже было, конечно, только в холме.
Да? Вот так вот холму было сказать совершенно невозможно. Что же сейчас происходит? Как вот вы скажете, вот блокпост, где так сказать, стоят солдаты? На блокпосту, да? Вот уже на блокпосте я встречаю в интернете я встречаю, так как же правильно, на мосту или на мосте? Представляете, вот молодое поколение уже начинает сомневаться в этом. То есть вот идет такое перетягивание. И надо сказать, что нормативисты как-то спокойно к этому относятся. Ну, если вот новое поколение так говорит, значит, наверное, так и правильно. Вот норма стала не такой жесткой вот в таких вот периферийных вопросах, как она была раньше. То есть вот так переходит. Так потихонечку происходит. Вот как вы скажете, детский сад? В детском саду, да? А вот я нашел такой замечательный стишок. В детском садике в Москве учат: в детском саде веселится незатейливый народ, в тихий час ему не спится, он вполголоса поет. Если я не сплю, не ем, я не вырасту совсем. Если спать мы дружно будем, то мы вырастем, как Путин. Вот такие стишки учат дети. Но вот интересно, что в детском саде. Я думаю, боже мой. То есть уже вот таких вот маленьких учат не в детском саду, а в детском саде, понимаете? То есть вот идет такой плавный переход. Вот интересно, если мы вернемся ко второму родительному, партитивному, мы, конечно, говорим, выпить чай, да, съесть мед, вот так вот говорят сейчас, не чаю, не меду, а вот чай, мед. А вот если поставить уменьшительно-ласкательный суффикс, чаек, медок, то и современное поколение тоже вспоминает это окончание «у». Выпить чайку, добавить сахарку, съесть медку, порезать сырку. То есть вот у уменьшительно-ласкательной формы все-таки еще сохраняется. Вот это в уменьшительно-ласкательных формах это окончание как бы немножко замерзло, оно сохраняется. А что происходит с формами второго предложного падежа, этого местного падежа, если мы добавим уменьшительно-ласкательный суффикс к этим словам? Мы говорим «берег на берегу». А если не берег, а бережок, где они? На бережке. А здесь обратная ситуация. Здесь оказывается, что уменьшительно-ласкательный суффикс тоже переводит в окончание «е». Угол где? В углу. А если уголок? В уголке. Да? Мост на мосту. А если мостик? На мостике. Да? Пруд в пруду. А если прудик? В прудике. Да? То есть вы смотрите, вроде бы мы добавили уменьшительно-ласкательный суффикс. Он не должен был влиять на окончание. Окончание должно было бы не изменяться. Нет, и здесь тоже этот вот главное окончание «е» перетягивает, говорит, а я вот здесь тоже утяну к себе, уже заменю «у» на окончание «е». Вот тоже так плавно, но происходит по аналогии, вот главное окончание влияет, главное окончание затягивает к себе эти грамматические формы. Что еще происходит? Вот есть такая частица «не» и частица «ни». Они очень похожи друг на друга, но они все-таки, конечно, разные. У частицы «ни» есть несколько значений, одно из них усилительное. В уступительных предложениях оно означает, как бы, например, «куда бы ты ни шел». Что значит «куда бы ты ни шел»? Это ты идешь и туда, и туда, и туда, то есть идешь во много разных мест. Да? Куда бы он ни шел, он там
везде оставлял себе добрую память. Да, то есть во всех местах, куда он ходил, он оставил себе добрую память. Вот эта частица «ни» имеет вполне определенное значение, но она забывается. И сейчас в этих контекстах вместо частицы «ни» активно используется частица «не». Вот это и на слух можно слышать, и это, если вы откроете интернет и забьете там вот эти конструкции, куда бы ты ни шел, где бы ты ни находился, чем бы дитя не тешилось, да, вы вместо «ни» увидите системное изменение, переход на «не». Это влияние фонетического, потому что «ни» не очень видно, и новое поколение не чувствует разницы. Плавно это переходит. Но это, конечно, вот с этим надо бороться, безусловно, потому что «ни» и «не» – это разные частицы, у них разные значения, и, конечно, так нельзя оставлять. Но это массово, я уже об этом тоже писал, и об этом не только я писал. Но вот как-то до учителей школы это не доходит. Тут будущим учителям, если вы будете учить, надо обращать на это внимание. Вот таких вот, в таких примерах, в таких предложениях, конечно же, важно писать правильно. Вот еще одно изменение в языке связано уже не с внутренними причинами, а с причинами внешними. На русский литературный язык оказывали определенное влияние в XIX веке диалекты. И вот для слов второго склонения, слов мужского рода, в именительном падеже множественного числа литературное окончание «и» стало постепенно, еще с XIX века, заменяться на ударное окончание «а». Ну вот когда-то в XVII-XVIII веке говорили не города, а городы. Еще в XIX веке говорили не поезда, а поезды. Но вот это вот ударное окончание «а» из диалектов давило на язык. Можно даже отметить социальные факторы. Очень сильное давление произошло в конце XIX века, и это связано, конечно, с реформой 1861 года, когда освободили крестьян, и они массово поехали в города, стали работать извозчиками, служками в ресторанах и гостиницах, заполнили рынки и магазины, и они принесли себе эти окончания и стали говорить не лекторы, а лектора, не факторы, а фактора, не смотрители, а смотрителя. Но тогда это удалось остановить. А в середине XX века тоже, когда в конце 50-х, начало 60-х годов произошла паспортизация, и крестьяне тоже получили возможность ехать в города, и началась активная индустриализация и урбанизация, то есть переезд в города. Очень много людей из деревни приехали, и они стали учиться в школах, они стали учиться в институтах, они стали инженерами, и это вот переход неударного окончания «и» во множественном числе в ударное окончание «а» стал таким массовым. Особенно это было связано с новыми заимствованными словами из европейских языков. То есть, когда не было традиции еще, слово только что пришло, и вот сразу ему стали давать эти окончания «а». И появилось не редакторы, а редактора, не инструкторы, а инструктора, не секторы, а сектора, не корректоры, а корректора, рупора, токаря, слесаря, и даже супа, торта, плана. В общем, вот это вот сильнейшее влияние. А надо сказать, что во второй половине XX века нормативисты стали очень либеральными. Они стали говорить, наше дело не учить, а наше дело смотреть, как люди говорят, и фиксировать это. Вот такой был подход, и поэтому они как-то очень либерально отнеслись к этому изменению в языке.
Но тут уже образованное население русское как бы стало стихийно сопротивляться этому. И в частности школьные учителя, они по-прежнему говорили, как правильно давать форму этих слов во множественном числе. И вот произошла удивительная вещь. Вроде бы лингвист уже говорит, это победное шествие ударного окончания «а» во множественном числе, скоро все слова будут вот так вот во множественном числе использоваться. А в 90-е годы, когда новый поток заимствований пошел в русский язык, и огромное число этих вот слов мужского рода попало, вдруг выяснилось, что новое поколение предпочитает окончание «и». Почему это произошло? Потому что процесс урбанизации прошел в 60-е и 70-е годы. Крестьяне приехали в Москву, в другие столичные, в другие города России, а их дети и их внуки уже учились в этих городских школах. И там их стали учить, как бы вот как правильно использовать форму множественного числа. И я со студентами собрал большое количество таких вот новых заимствованных слов. И вот какие это слова, типа там байкер, блендер, блогер, винчестер, гамбургер, геймер, грейдер, дайвер. Ну и там больше 100 слов мы собрали. И я спрашиваю у студентов, а как будет во множественном числе? И они все говорят, только окончание «и» или «и». Мы начали смотреть в интернете, везде окончание «и». Что же произошло? То есть все-таки норма, традиция не позволила вот этому диалектному проявлению воздействовать. По крайней мере, этот процесс остановился. Да? Конечно, те слова, которые уже перешли, уже теперь окончание «а», к сожалению, теперь уже, если кто-то скажет, что уважаемые профессоры, это будет немножко устарело. Нет, теперь только профессора. Уже тут ничего не поделаешь. Но вот какие-то другие слова до сих пор спорны. Вот договор, как вы скажете во множественном числе? Вот, да. Вот, да, правильно, договоры. Вот. Одно время уже и словари написали. Вначале было договоры, договора неправильно. Потом были, значит, договора просторечия. Потом были договора разговорные. В некоторых словарях напишут, что договоры и договора возможны. А тем не менее, вот есть такая служба русского языка. Все звонят и говорят, так как же все-таки правильно? Как же все-таки правильно? И вот в последнем словаре, который я увидел, написано, что правильно договоры, а договора – это просторечие. Да? То есть вот постепенно начинает возвращаться вот эта вот попытка вернуть, по крайней мере в части, там, где еще есть спорно, попытка вернуть правильное окончание «и». Вот, и в этих новых словах, вот мы посмотрели, из 100 слов, которые мы проверили, только 2 или 3 компьютерных термина имеют вот этот вариант. Это вот драйвер. Драйвер, как будет множество? Ну вот и драйверы, и драйвера. Сервер. Да, серверы и сервера. Я даже увидел, так, знаете, реклама, серверы. Вот. А когда я вошел туда, там уже не пишут сервера. То есть вот есть у этих вот у молодых, которые занимаются этими компьютерными технологиями, есть понимание, как правильно, как официально, а у себя они говорят вот так. И лингвисты для того, чтобы ну, как-то остановить этот процесс, они говорят, что вот слесари – это литературные, а слесаря – это профессионализм.
То есть они позволяют профессионалам говорить вот так, но рекомендуют, что когда вы выходите на публику, да, когда вот вы так говорите официально, все-таки используйте это вот такую литературную форму. Да? Вот это, конечно, работа нормы, и нормативисты идут, начинают постепенно укрепляться снова. Значит, смотрите, словарь Аванесова, 1978 год, значит, редактора и редакторы. То есть 1978 год, первое было редактора, а потом редакторы. Инструктора и инструкторы. Сектора и секторы. А Розенталь-Теленкова 2003 год, словарь трудностей русского языка, уже редакторы, а разговорные редактора. Инструкторы, а разговорные инструктора. Секторы, а разговорные сектора. То есть мы видим, как норма начинает движение к возврату. Вот давайте вернемся опять к литературной норме. Вот эта вот либеральность нормативистов конца 20 века сменяется на такой более жесткий такой подход. Что еще происходит в русском языке? Вот это очень сильное влияние западных языков на современный русский язык, особенно на молодежь. Это прекращение русификации заимствованных слов. Что такое русификация? Русификация – это оформление, грамматическое оформление чужого заимствованного слова. Приходит заимствованное слово, какой-нибудь там, не знаю, футбол, да? И сначала его произносят именно так, по-английски, потом, значит, его уже фонетически, происходит фонетическая русификация, то есть эти вот звуки английские уже произносятся уже по-русски, мы говорим, да, может измениться ударение, мы говорим футбол, но самое главное, мы оформляем это слово, то есть мы приписываем ему грамматику. Футбол заканчивается на согласный, значит, он подходит под второе склонение. Это значит, у него появляются окончания. В английском языке никакого окончания нет. И вот получается футбола, футболу, футболом. Да? Скажите какому-нибудь англичанину футболом, он не поймет, о чем речь. Это уже русское слово. Да? Происходит вот такая так называемая русификация, то есть приписывание русскому заимствованному слову набору русских окончаний. И тогда это слово из заимствованного превращается в русское. Когда лингвисты говорят, не надо бояться заимствований, и русский язык сильный, он справится, речь идет о том, что, конечно же, мы должны русифицировать эти слова. От заимствованного слова остается только корень. Да, корень чужой, но уже есть суффиксы и окончания русские, и уже его можно нормально вставлять в русское предложение. Ну, просто надо запомнить, что этот корень означает, и все. Но слова становятся русскими, если происходит русификация. Но, к сожалению, начиная с конца XVIII века и XIX веке, постепенно в русский язык входили слова, которые сразу говорили, это не русское слово, поэтому не надо его изменять. Да? Какой-нибудь вот был у Данте, да? Вот, у Пушкина Дант, да? Мы убрали это да, сделали его, заканчивающий на согласный звук, поставили во второе склонение, получилось данта, данту,
Да? Замечательным образом. Нет, сказали тогда это были аристократы, это заимствованное слово, не надо его изменять, пускай будет немножечко так инкрустировано заимствованными словами. И вот постепенно появились вот эти вот слова, которые заканчивались на «е», «и», «о», «у», они не изменялись. Потому что они чужие, они заимствованы. Надо помнить, что они такие. Их мало, их совсем чуть-чуть, поэтому можно себе позволить. Потом появились и предметные слова. Бюро, депо, кофе, пальто. Но русские люди, обычные русские люди, хорошо пальто, ну, значит, это средний род, второе склонение, значит, ну, пожалуйста, значит, в пальте, да, с польтами и так далее. Нет, сказали, значит, это заимственное слово, не надо его склонять, не надо склонять. Но еще в XIX веке к этому относились спокойно. Вот Чернышев, такой вот замечательный русский стилист, вспоминал, что академик Срезневский не смущался тем, что русские люди говорят без пальта, в пальте, в пальто, хотя указывал, что мода смеяться над этими выражениями. Да? А Трубецкой писал, что существительное пальто в несколько сниженном стиле речи изменяется по падежам и образует форму множественного числа польта, который для людей моего поколения, писал Трубецкой, хотя, конечно, несколько просторечные формы, но все же вполне нормальные формы. А вот несклоняемое пальто я воспринимаю как искусственную форму, говорил Трубецкой. Но что случилось потом? После этого случилась революция. Вот этот вот верхний слой, образованный слой исчез. Оставшиеся интеллигенты начали учить простых людей. И то, что было предпочтительно в XIX веке, стало обязательным уже в советское время. Уже жестко сказали, эти слова меняться не могут. Те, кто не знают, что эти слова не изменяются, те не знают русского языка. И все больше и больше этих слов стало появляться в русском языке. Рагу, азу, кенгуру, фойе, метро, депо, радио, эскимо. Все это пошло, просто огромное количество слов, которые даже уже вошли в русский язык. Вот в такой, уже где-то в 60-х годах провели эксперимент, спросили, а как вы относитесь к словам кофе, харчо, трюмо, депо, хобби, трио? Это русские или заимственные слова? Конечно, русские слова. Конечно, русские, потому что мы к ним привыкли, они называют предметы, которыми мы активно пользуемся, тем самым неизменяемость вошла в русскую грамматику. То есть мы должны сказать, что кроме вот 3 склонений у нас еще есть большой класс слов, которые не изменяются. То есть они, конечно, они имеют окончание. Если мы подставляем прилагательное, то мы, конечно, прилагательное ставим в правильном окончании. Лингвисты говорят, что это нулевое у них окончание. Но факт остается фактом. Этих слов становится все больше. И вот новое поколение заимствует просто огромное количество этих вот новых словечек. Какие-нибудь там, причем заимствуется не только само слово, но заимствуется целое такое вот гнездо слов. Если мы возьмем там слово «пати», да, вот вечеринка, да, «пати», то появилось «при-пати», «коктейль-пати», «фрик-пати», «рейв-пати». Если мы возьмем слово «шоу», то там будет «слайд-шоу», «кастом-шоу», «фэйр-шоу», «фрик-шоу», «пип-шоу». В общем, вот и эти слова все больше заполняют современный русский язык и, конечно, усложняют этот русский язык. Нам труднее составлять предложения, мы не понимаем, в каком они падеже. Если раньше чужие суффиксы заменялись на русские суффиксы, то теперь появилась новая мода не заменять их. Например, вот был там production, да?
по-русски это продукция. Продукция – это первое склонение, продукции, продукцией и так далее. Появилось новое слово production, post-production. То есть это такое вторичное заимствование и уже неизменяемое. Да? Есть слово акция, тоже оно заимствованное, но переделанное, русифицированное. Но есть action, да? Есть... были реляции, теперь relation, да, и вот эти новые как бы вторичные заимствования, они тоже не склоняются, и появляется все больше и больше таких вот неизменяемых слов, хотя вроде бы уже и были в русском языке эти слова. Нет, вот новое поколение предпочитает говорить немножко по-английски, немножко вот это вот какое-то вот стремление, вот, ну или это такая вот мода. У меня есть большая статья, которая так и называется «Мода на изменяемость». Вот, и лекция вот в этом модуле про изменения будет об этом. И большая такая, ну, лекции у нас небольшие, где-то по 20 минут, максимум 15-20 минут лекции, так вот, такое требование для видео. Но я выложил тоже эту большую статью, и вы почитаете там вот ее. Да? Вот эта мода, к сожалению, распространилась и на русские топонимы. Вот слова на «о», вы знаете, слова на «ин» и на «о», заимствованные топонимы, то есть наименования городов, вот, не изменяются. Хотя надо сказать, что вот Хельсинки в XIX веке изменялись, в Хельсинках говорили, но потом запретили, нет, это чужое слово, это экзотизм, поэтому менять нельзя его. Рио-де-Жанейро не изменяется, да, потому что это вот далеко, вот, но где-то с 60-х годов стало модно не изменять и русские города на «о» тоже. И вот Останкино, Тропарево, Переделкино тоже перестали изменять. Почему, если Монако не изменяется, почему Переделкино надо изменять? Да? Вот тоже такая вот мода пошла по аналогии. И вот... Надо сказать, что нормативисты попытались сказать, стали говорить: друзья, ну вы же помните Лермонтова, недаром помнит вся Россия про день Бородина, да, день Бородина. Все вроде бы учите. Почему же тогда нельзя сказать, он из Переделкина? Вот. Так вот, поскольку уже два поколения привыкли говорить, не изменять эти слова на «о», написали письмо министру культуры. Жители Петербурга устали терпеть невежественный и уродующий русский язык склонения таких населенных пунктов северной столицы и Ленинградской области, как Купчино, Колпино, Мурино, Таксово и так далее. Все коренные жители привыкли говорить Купчино и Колпино, а такие нелепые выражения, как Купчине из Колпина, режет слух истинным петербуржцам, написали они. То есть уже идет такое сопротивление, хотя на самом деле нормативно изменять эти слова, но два поколения привыкли их не изменять и сопротивляются. В результате вот сейчас готовится новый правила грамматики русского языка, но они не столько изменяют, сколько как бы закрепляют официально те правила, которые существуют, и там указано, что вот эти наименования типа Переделкино можно и склонять, а можно и не склонять. То есть предлагают сохранить такую вариативность, потому что уже трудно победить, два поколения не изменялись. Ну вот, к сожалению, время мое, видимо, заканчивается, да, вот. Вы почитаете эту статью, вы посмотрите наши видеолекции, и, конечно, там материала гораздо больше, он очень интересный. Я вот хотел бы, чтобы вам эти материалы понравились. Спасибо большое.